Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Девятое заседание Национальной комиссии стран-членов Тюрксой по делам ЮНЕСКО открылось в пятницу в Баку. Мероприятие организовано Национальной комиссией Азербайджанской республики по делам ЮНЕСКо при президенте Азербайджана, Международной организацией тюркской культуры Тюрксой, Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии. На мероприятии, состоявшемся в Университете АДА, было представлено видеообращение министра иностранных дел Азербайджанской республики, председателя Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКо Джейхуна Байрамова. На церемонии открытия выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджанской республики Адиль Керимли, заместитель генерального секретаря Тюрксой Билал Чакаджи и председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКо Оджал Огуз. В ходе открытия председательство в национальных комиссиях стран-членов Тюрксой по делам ЮНЕСКо перешло от Национальной комиссии Турецкой республики к Национальной комиссии Азербайджанской республики. На церемонии открытия, модератором которой выступил проректор университета АДА и директор Института развития и дипломатии Фариза Исмаилзаде, участникам мероприятия было адресовано видеообращение заместителя генерального директора ЮНЕСКо по приоритетным вопросам Африки и внешним связям Фермина Эдуарда Матока. Первый председатель Национальной комиссии Азербайджанской республики по делам ЮНЕСКо Гасан Гасанов, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, председатель Совета старейшин общины Западного Азербайджана академик Ахлиман Амирасланов и председатель правления государственного историко-архитектурного заповедника Ичили-Шехер Шахин Сеидзаде рассказали о развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКо за 30-летний период. Выступили с предложениями, которые будут способствовать более широкой популяризации нашего культурного наследия в мире. После церемонии открытия начались панельные дискуссии и семинары. На первой панели под модераторством генерального секретаря Национальной комиссии Азербайджанской республики по делам ЮНЕСКо Сеймура Фаталиева были обсуждены поддержка нашей страной программ и проектов, реализуемых ЮНЕСКо, и возможности сотрудничества, а также заслушаны предложения и рекомендации участников панели в этом направлении. Следующая панель, модератором которой выступил советник проректора университета АДА, заместитель директора Института развития и дипломатии Айгюн Гаджиева, затронула такие темы, как защита культурного наследия, дальнейшее расширение связей в рамках ЮНЕСКо в сферах науки и образования, проведение совместных международных мероприятий. После семинаров, посвященных вопросам материального и нематериального культурного наследия, охране природного наследия и образованию и заслушиванием мнений-экспертов, было подготовлено итоговое заявление 9-го заседания Национальной комиссии стран-членов Тюрксой по делам ЮНЕСКо, проходящего в нашей стране. Указанное заявление будет принято на церемонии закрытия встречи, которая состоится в Шуше, культурной столице тюркского мира, в 2023 году. Меня зовут Байсабаева Алия Газизовна, я являюсь генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКо и ССКО. Сегодня мы собрались здесь со странами-членами Тюрксой, все национальные комиссии стран-членов, а также международные партнеры, еще раз подтвердить наши все общие цели, намерения в рамках ЮНЕСКо. Это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год, и мы благодарим Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКо за приглашение организации данного ивента. Мы ожидаем, что по итогам данного мероприятия будут приняты какие-то общие решения, а также намечены планы по сотрудничеству в рамках ЮНЕСКО, создание и написание новых совместных номинаций для внесения в престижные списки ЮНЕСКо. Я буду выступать с приветственной речью участникам данной встречи. В дальнейшем перспективе есть еще другие проекты, которые в рамках ваших? В рамках Тюрксой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО стран-членов Тюрксой планирует внести проект решения исполнительного совета ЮНЕСКо по провозглашению тюркского языка, Международного дня тюркского языка в декабре каждого года, который будет отмечаться каждый год на площадке ЮНЕСКо.
При организации ТАИП прошла научно-практическая конференция, посвященная геноциду 31 марта. Научно-практическая конференция на тему «Роль великого лидера Гейдара Алиева в придании правового, политического и исторического значения геноциду азербайджанцев 31 марта» была организована совместно Общественным союзом тюркских старейшин ТАИП и Губинским отделением Азербайджанского государственного педагогического университета АДПУ в рамках года Гейдара Алиева. В конференции приняли участие председатель организационного комитета ТАИП, член Совета ветеранов, академик, доктор медицинских наук Судеев Имамвердиев, директор Губинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета Юсиф Алиев, члены Совета правления ТАИП, известные интеллектуалы, профессора, преподаватели и студенты отделения. Перед началом мероприятия участники конференции выразили свое почтение, возложив цветы к памятнику великого лидера Гейдара Алиева в Губе, а затем посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида и аллею шахидов. На конференции, состоявшейся в актовом зале Губинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета, минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева, жертв геноцида и шахидов. Директор Губинского филиала АДПУ, доктор наук Юсиф Алиев, председатель ТАИП, член Совета ветеранов, доктор медицинских наук, академик Судеев Имамвердиев рассказал о заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед народом Азербайджана, об оказании правовой помощи, политическом и историческом значении геноцида азербайджанцев 31 марта. Модератор конференции, заместитель директора по социально-гуманитарным вопросам филиала, доктор педагогических наук Айсель Шейдаева, ректор Азербайджанской академии телевидения и радио, публицист, заместитель председателя ТАИП Телли Панахгызы, председатель Совета женщин Азербайджана ТАИП, доктор исторических наук Гюлю Йологлу, член правления ТАИП, вице-президент Академии наук Туран, академик Сабир Тагиев, заслуженный деятель культуры, сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви Нана, доктор филологических наук Хураман Гумбатова, тележурналист, член правления ТАИП Мубарис Сулейманлы и другие выступили на эту тему и отметили, что после возвращения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева к верховной власти в нашей стране мартовскому геноциду была дана политико-правовая оценка на государственном уровне. В 44-дневной Отечественной войне, закончившейся победой под руководством победоносного главнокомандующего господина Ильхама Алиева, были разрушены беспочвенные 200-летние притязания врагов, освобождение наших исконных земель от оккупации. Это победа правых, ответ на акты геноцида, совершенные против азербайджанского народа. По окончании научно-практической конференции председатель ТАИП, академик Судеев Имамвердиев, решением ученого совета Губинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета за исключительные заслуги в области был награжден почетным дипломом науки, образования и культуры в тюркском мире и за его важную деятельность в направлении пропаганды наследия Гейдара Алиева. Юсиф Алиев, доктор физических наук, также был награжден ТАИП за заслуги в развитии образования и организации научно-практической конференции на высоком уровне. Ему была вручена книга «Гейдар Алиев и антитеррористическая политика», написана основателем ТАИП Рамином Ахмедовым. После вручения книг на различные темы библиотеки филиала спикеры сделали памятное фото. В Бакинском экспоцентре открылась 19-я азербайджанская международная выставка «Туризм и путешествия» ITF-2023. Открытие выставочного сектора стартовало с VIP-тура, в котором приняли участие официальные лица, дипломаты и послы. Выставка ITF-2023 проходит в Баку после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, а потому внимание к ней особое и повышенное. Традиционно выставка собирает представителей туриндустрии, национальных и региональных туристических организаций и государственных структур из разных стран. В этом году, помимо Азербайджана, среди участников Грузия, традиционно открывающая для азербайджанских туристов красоты и гостеприимство своего региона, Беларусь, Болгария, Куба, Россия, Тунис, Кыргызстан, Узбекистан, Чехия, Швейцария и другие. Национальные стенды каждой страны, помимо буклетов и информационной продукции, представлены национальными сладостями и гастрономическими изысками. Все эти угощения предлагают попробовать гостям улыбающиеся хозяева стендов. Традиционно выставочные дни состоялись двусторонние деловые встречи B2B, на которых представители отечественных и зарубежных компаний в очном формате обсудили пути сотрудничества и другие формы партнерства. Абдуталиб Султанов, заместитель директора государственной резиденции номер 2 при управлении президента. Мы принимаем участие на 19-й азербайджанской выставке
путешествия и туризм. Отдельная благодарность приносим Департаменту туризма, что предоставил такую возможность Кыргызской Республике представлять наши услуги в международном формате в Азербайджане. Я являюсь начальником отдела маркетинга санатория Сыкуль «Аврора». Это наш первый приезд в город Баку на выставку. Мы, приезжая в этот город, для себя тоже очень многое открыли. И мы очень рады, кто нас это пригласил. Давайте теперь мы вам коротко расскажем о своем санатории. Наш санаторий уже функционирует свыше 40 лет. Наш санаторий построен еще при Союзе, построен по заказу СПА КПСС. А сейчас в данное время также является уникальным санаторием. В этом санатории мы что делаем? Мы оказываем санаторно-курортные услуги, конгресс-услуги оказываем. И по направлению туризма тоже, приезжая наши гости, мы предоставляем разные виды экскурсий. И также, конечно, пляжный отдых. Что мы можем сказать? У нас в нашем санатории это прекрасный парк. Наш парк занимает 42 гектара. Как лечебно-оздоровительный центр, здесь у нас работают разные программы. У нас в первую очередь мы создали постковидную программу. Эта постковидная программа, это что делает? Это программа, реабилитационная программа после коронавируса, что является сейчас в данное время очень актуальным. Кроме того, у нас есть минерально-жемчужные ванны, грязь и очень много видов процедур. В мероприятии Гейдар Алиев и Тюркский мир, состоявшемся в Международном доме Мугама в Баку, приняли участие поэты и писатели из Турции, Кыргызстана, Казахстана, Ирака, Татарстана, Чувашии, Киркука и различных регионов тюркского мира. Ведущий мероприятия, поэт и публицист Экбер Гошалы открыл литературно-музыкальную программу, объявил тему дня и предоставил слово организатору программы, заведующей отделом культуры Милли Меджлиса Азербайджана, депутату Ганире Пашаевой. Выступая, она сказала, что в этом году по распоряжению президента Азербайджана широко отмечается столетие Гейдара Алиева. Она рассказала о заслугах Гейдара Алиева в тюркском мире. Участники мероприятия также рассказали о деятельности Гейдара Алиева, оставившего большой след, и поделились своими мыслями со стихами и примерами. Выступления народной артистки Азербайджана и Узбекистана Гюлянак Мамедовой и других артистов были встречены публикой неоднократными аплодисментами. Camğır töktün, eç basılbay. Biz keletik, kol şalp olup, çolgar olup, göz açılmay. Bet aldımda şaman soğuk, kunkur kavrak, camğır döktü, o şalkımlar kayda gitti, yastığımda
ayrılmazdan kete verdi. Camgır döktü, eske düştü. Alız kalgan yastığımda, sağımdasın. Jurak tezin, koldan uçkan akkumdayım. Kungur kara camgır döktü, o şalkınlar kayda gitti. Yastığımda cegeceğim, kayrılmazdan kete verdi. Yıllar uçar kanat tutar, camgırda kal eç bası var. Camgırlarda eske duşar, tonguç suyum unutulmay. Kungur kara camgır döktü, o şalkınlar kayda gitti. Yastığımda cegeceğim, kayrılmazdan kete verdi. Yastığımda cegeceğim, kayrılmazdan kete verdi. Kırgız Улуттук Жазуучулар Союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков. Мына биз бүгүн Азербайжан Республикасынын борбору Баку шаарында турабыз. Бүгүн бул жерде Гейдар Алиев жана Түрк ааламы аттуу конференция болуп жатат. Эми өзүңүздөр билгендей, Гейдар Алиев бул ошол Совет империясынын тушунда политбюронун мүчөсү болгон СССР деген чоң мамлекеттин өкмөтүнүн орун басары болгон деген сыяктуу дегендей, бул баягы масштабдуу личность. Ошол эле учурда мына бул эгемендик алып, эгемендик келгенде ушул Азербайжан Республикасынын президенти болуп, конституциянын башында туруп, ошол учурда 90-жылдары баягы Азербайжанга бир советтик диктатуралык мамлекеттин чабуулунда өзүнүн ички протесттин, өзүнүн баягы каршы сөзүн көтөрүп чыгып сүйлөгөнү, бул эми мындайча айтканда бул Азербайжан элинин лидери катары көрүүгө болот. Себеби эми азыр заманды деле көрүп атабыз, саясатчылар көп, бирок мамлекеттик ишмерлер жок эсе болуп калган мезгилде. Мамлекеттик ишмер деген бул
баягы Людвиг Фейербахтың бір жақсы сөзі бар. Государство моя вторая абстрагированная половина дейді. Ошол сыяктуу мамлекеттик ишмерлер чынылы улутка кызмат кылган адамдар мен мамлекет мен деген түшүнүктө жашайт дагы өзүнүн тагдырын эл үчүн курмандыкка чалып, өзүнүн тагдырын элине арнайт, бүткүл өмүрүн арнайт. Ошол Гейдар Алиев агабыз бул ошол кезинде Азербайжан Компартиясынын биринчи катчысы болуп, кийин анан президент болуп, ошол Азербайжан эл үчүн бир чоң бир кызмат өтөгөн инсан. Бул мындай инсандар 1000 жылда бир төрөлөт, 100 жылда бир төрөлөт деген сөз бар бизде. Ошол сыяктуу бул адамдын улуттун тагдырына түшкөн, улуттун бешенесине жазылган инсан деп айтууга болот. Ушундай бир инсандар, маселен, бул постсоветтик өлкөдө Ататүрк сыяктуу бир деңгээлге жеткен инсан деп айтууга болот. Маселен, Ататүрк Түркияда бул өзүнчө мамлекет болуп турган, биз СССР аймагындагы ушул түрк дүйнөсүндө бир үлгү ала турган, бөлөк президенттер үлгү ала турган инсан. Анан эми Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда 30 жылдан бери абдан бир маданий, руханий алакалар абдан жогорку деңгээлде. Биз ошол мына 94-жылдагы эле Бишкек протоколун алсак, ошол учурда легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулович башында турган ошол кол коюлган Бишкек протоколу Карабах маселесинде дагы согушту токтотууга, тынчтантууга бир чоң роль ойногон деп айтууга болот. Гейдар Алиев тууралуу маселен Бишкекте парк ачылган. Анан биз ошол баягы мамлекеттик саясат ал өзүнчө мамлекеттик протоколдун негизинде кете берет, бирок биз жазуучулар, акындар, искусствонун, адабияттын адамдары биз өзүбүзчө бир элдик дипломатияны бекемдеп иштеп келе жатабыз. Буга бир мисал, мындан 4 жыл мурда ушул Бакуда кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы Азербайжан тилинде чыгып, көптөгөн жаш акындар ушул жерге келип, ушул жерде бет ачар өткөн. Мына 2 жыл мурда эле Бишкекте биз 2 жолу бет ачар өткөрдүк. Ушул Азербайжан парламентинин маданият комитетинин төрайымы Данира Пашаева бул жакта башында турду. Кыргыз котормочулары Карабах аңгемелери деген китепти, адабий китепти чыгарып, Бишкекте кыргыз тилинде китебин чыгарып, биз 2 жолу бет ачарын өткөрдүк. Бирин Кыргыз улуттук жазуучулар союзу өткөрдү, бирин Кыргызстан Азербайжандын Кыргыз Республикасында элчилиги өткөрдү. Ал жерде ошол мен китепти барактап, биринчи баягы тексттин редактору катары ошол аңгемелерди окуп отуруп, мен көзүмөн жаш алып, кадимкидей буулугуп ыйлаган учурум болду. Эң негизгиси андай тагдырды, андай апаат согушту эч бир элдин, эч бир журттун башына салбасын. Мен да ошол былтыр мурдагы жылдары ошол Карабах окуялар болуп турганда өзүмдүн макаламды ошол Азербайжан гезиттерине бергенмин. Өзүмдүн макаламды ошо Азербайжан элин колдоо иретинде жазган макалаларым келген. Демек, бул биз сөзсүз түрдө эле мамлекет башчыларынын, саясатчылардын, өкмөттүн протоколунун негизинде гана иш алып барбай, элдик дипломатия, элдик баягы акын жазуучулар биз улуттарды, бир тууган тектеш элдерди жакындатуубуз керек. Мына ошол учурда быйыл мына Анкара шаарында 6 март күнү Анкара шаарында түрк дүйнөсүнүн жазуучулар бирлик уюшулду. Бирлик уюшулуп, ошол бирликтин ардактуу төрагасы болуп Азербайжан эл жазуучусу Ана Рызаев шайланды. Төрагасы болуп Казакстандан Улукбек Эстаулет шайланды. Калган республикалардын чыгармачыл союздардын төрагалары орун басар болдук. Кудай буйруса ошол бири-бирибиздин чыгармаларыбызды бири-бирибизге которуп, таржымал кылып, оюларып дегендей, анан эл достук, адабият достугу дегендей, акын жазуучуларыбыз ушул чыгармачыл личностьтер, инсандар канчалык жакын болуп бири-бирине
birigip biri-birin tanışsa, karapayım halk söz türde biri-birinden ынтымақта жашайт. 21-ci ғылым глобализацияның doğrunda dünyeleştiriyor. Geosayasatlar qanday bir teskeri bir jaman bir uçurlar gözkö bir görünüp turgan uçurda geosayasatın avalı bir abdan bir mындай kriziske kelip turgan uçurda Türk dünyasının mamleketleri birigip iş alып баруу, ынтымакка келүү, бири-бирибиз менен баягы достукту чыңдоо бул тарыхый зарылдык деп эсептейм. Sayın izleyiciler, Fethiye'de Yörük Çadırı'na hoş geldiniz. Buyurun, burası da bizim Fethiye, denizin kıyısı. Мы продолжаем знакомить вас с культурой и традициями кочевников юрюк-туркменов. В сопровождении почетного президента Юрюк-Туркменской ассоциации в Стамбуле Юсуфа Эзеля мы посетили музей Юрюка Керимоглу. Музей Юрюк Керимоглу расположен в курортном городе Фетхии, провинции Мугла, Турции, прямо у берега моря, который является живой этнографической экспозицией, посвящена истории турецкого народа. Он является неким музеем. Музей Юрюк Керимоглу – это результат 20-летнего осмысленного накопления экспонатов. Хозяин музея Исмаил Узуноглу одновременно является председателем Йорук и Туркменской ассоциации в городе Сейдикемер. Мы у него получили подробную информацию о юрюк-туркменах. Он рассказал нам о том, как протекала жизнь кочевых туркменских племен. В музее расположены их жилища, предметы, используемые в быту, и утварь кочевников в макетах. Здесь можно узнать, как создавались ремесленные изделия, а также отведать пищу кочевников.
Этот народ жил на высокогорном плато, их главным источником дохода являлось скотоводство, а на время холодов они направлялись в долину, однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть йорюками неутомимых и предприимчивых людей. Исмаил Узуноглу в музее Йорюк расставил специальные человеческие фигуры, которые иллюстрируют повседневную будничную жизнь йорюков, своих предков. В макетах отражают образ соседей предков Исмаил-бея. Посещение музея позволяет многое узнать о культуре страны, о ее традициях, увидев современную Турцию в совершенно ином обличье. Этнографический музей представляет собой аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк» – это сочетание турецких слов «юрюк» – сильный, воинственный, и «юрюмек» – идти, продвигаться. Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных групп. Музей Йорюк в Фетхие, на территории небольшого полуострова, открытие которого состоялось 20 лет тому назад. Этнографический музей Йорюк символизирует собой историю этих мест, отражает те времена, когда здесь останавливались кочевые племена йорюков. Во время посещения музея Йорюк в Фетхие особое внимание обратите на внутренний интерьер музейных домиков, которые помогают сформировать представление о жизни людей в таких поселениях столетия назад. Sürülerin şeyleri belli olurdu. Böyle mesela değişik sesler. Nail Bey'in keçiler. Ha. Ya. Музейная экспозиция рассказывает о минувших временах, воспроизводит культуру и традиции местного народа, проживавшего на здешних землях много веков назад. В ходе экскурсии по музею туристы могут наблюдать за неспешной сельской жизнью, специально инсценированным для них эпизодами. Помимо этого, посетители имеют возможность увидеть процесс изготовления различных изделий ремесленниками, а затем выбрать для себя памятный подарок.
Этнографический музей Йорюк в Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами.